нет, нет, все нормально. Время хас. Время 4:50 же. Они уже выйти должны в пять ровно. Вообще плохие. Так, видишь, это вот, типа одно время. Ну, вот общались когда в самом начале, короче, да, сказал, Саша говорил, короче, Саша говорил, Маркин, что типа плата сейчас 3000, короче, а потом будет выше, чуть выше. А, да? Вот такое обещал, а что-то вот уже оплата-то 3000. Идет, идет. Всегда надо ему так искать, хотя бы там обговорить, чтобы 4000. Да?
Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта, в частности футбола. Мы начинаем прямую трансляцию матча 9-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Завершается у нас первый круг соревнований, и сегодня в Якутске на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Тарского футбольный клуб «Арктика» принимает СКА Хабаровск. Ну что ж, мы видим составы играющих команд, мы к ним еще обязательно вернемся. Ну и сегодня я хотел бы отметить, да, то, что данная игра должна была у нас пройти, стартовый свисток должен был прозвучать в 14:00 по местному времени. Но ввиду задержки рейса команды СКА Хабаровск матч был перенесен. Ну и, конечно, очень здорово, что игра у нас все-таки состоится. Команда выходит на поле, дорогие друзья. Арктика сегодня играет в своих таких традиционных синих цветах. И, соответственно, команда гостей у нас вот в белых футболках и красных шортах. Ну что ж, давайте перейдем к составам играющих команд. Итак, СКА Хабаровск. На воротах у нас номер 1 Александр Ильин. Номер 3 Никита Башин, Сергей Сава 20, Роман Бобряшов 13, Василий Пилюгин 2 номер, капитан команды, 21 номер Михаил Торопков, 12 Герман Парфенов, 9 Анатолий Полытыкин, 15 Тимофей Матвеев, 11 Максим Афанасьев и 22 номер Данил Буздин. Главный тренер команды Василий Кармазиненко, старший тренер, сегодня представляет СКА Хабаровск. Ну что ж, и состав команды хозяев поля. Футбольный клуб «Арктика» Якутск. На рамах у нас Александр Лазарев, номер 1, 20 Арсен Лыткин, 5 номер Алексей Захаров, 10 Сергей Куркутов, 8 Максим Капралов, 7 Никита Угай, капитан команды, 9 номер Айтал Филиппов, 14 Алексей Башуров, 2 Илья Левашкин, 17 Никита Гамзяков и 11 Тимур Сивцев, главный тренер команды Прокопий Федоров. Что касается судей, а судьи кто? У нас главный судья Антон Антошка, представляющий Владивосток. Ему помогают линейные Роман Кирин и Захар Дегтярев, резервный арбитр Дмитрий Короленков. Вот последние три товарища у нас представляют как раз таки регион, республику Саха-Якутия. Команда готова начать матч, и мы видим, как ребята из СКА Хабаровска готовятся, настраиваются на эту игру. Задержка рейса, конечно, это неприятная история, но мы надеемся, что никак это не отразится на настрое и желанию показать хороший футбол. Такое желание, конечно же, есть и у Арктики, ведь команда уже давненько не побеждала. А если быть точнее, то в активе команды якутян, да, только одна победа, которая у нас датировалась в рамках первого тура. Потом у нас была еще одна ничья, и все остальные матчи, к сожалению, для якутских любителей спорта Арктика проиграла. Ну и, конечно, хотелось бы, да, чтобы уйти на перерыв, одержав вторую победу в ходе текущего сезона. Для вас у микрофона работаю я, Власий Сергеев. Ну и звучит стартовый свисток. Антон Антошка дает свисток, и игра начинается. Ну и давайте смотреть. Арктика играет в традиционном, использует такую привычную для себя формацию с одним форвардом впереди. Это Арсен Лыткин. Конечно, будут идти забросы в его сторону. Арсен Лыткин у нас парень коренастый, может цепляться, бороться. И, конечно же, нужно будет поддерживать 20 номера Арктики. Но мы видим, СКА Хабаровск перехватил мяч и сейчас пытается организовать свою атаку. Левым флангом пытались гости пройти, но сейчас мячом завладели хозяева, и тут же перехват вновь. СКА в атаке. Смотрим. И удар есть. Первый удар. Выше ворот. Ну что ж, и что касается турнирного положения, да, дорогие друзья. У нас СКА Хабаровск в данный момент идет на 5-й строке турнирной таблицы, имея в активе 14 очков. На счету команды 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Футбольный клуб «Арктика» идет на предпоследней, 9-й позиции. На счету команды 4 пункта. Ну и вот статистика, которую я озвучил ранее. 1 победа вот в первом туре над Белогорцем, 1 ничья и 6 поражений.
Это 9-й тур, дорогие друзья, и у нас первый круг соревнований подходит к завершению. Опасный момент сейчас мог возникнуть у ворот якутян. СКА атаковал, конечно, очень опасно, но подстраховали своего стража ворот. Это, конечно, Айтал Филиппов. Выбил мяч на угловой. Подавать у нас готовится Герман Партенов. Итак, смотрим. Подача. И дойти до удара дело могло, но сразу два футболиста гостей пролетели мимо мяча. Так, как-то совсем неубедительно, да, вот пыталась Арктика сейчас выйти из своей зоны, и мы видим то, что перехватили мяч гости, но тут же как бы обмен любезностями, да, ошибкой на ошибку. Хороший перехват, и сейчас Арктика может побежать в контратаку, но быстро это сделать уже не удастся. Будем действовать вторым темпом. Вынос вперед адресованный, ну, скорее, я думал, это, конечно, пойдет на Лыткина, но в этой зоне был Тимур Сивцев. Хорошо в борьбу вступают игроки Арктики, но я бы не сказал, да, что активен клуб в прессинге. В принципе, вижу, что якутяне не так высоко встречают своих соперников. Вот передачи сквозные, вот раз на раз, конечно, не приходится. Вот один раз получилось, второй раз не пошло. Так, в обыгрыш у нас идет Данил Бузин, против двоих решил сразу пойти в обыгрыш, но атака захлебнулась. И Арктика сейчас может идти вперед. Хорошо, мяч тащит Захаров, делает передачу, и мяч сейчас уже на правом фланге. Подключили Угая. Мы знаем, как Никита может бежать. Хорошие скоростные данные у 7-го номера якутян. Но в данном случае мы видим то, что Василий Пилюгин был надежен. Так, Андрей, работаешь. Хотелось бы поздравить всех любителей футбола с началом российской премьер-лиги, с новым сезоном. Я думаю, вчера якутские любители футбола, да, конечно же, особое внимание уделили игре подмосковных Химок против Санкт-Петербургского Зенита, так как вчера мог дебютировать воспитанник якутской школы футбола Артем Соколов. В этом межсезонье он перешел из Чертанова в подмосковные Химки. И, конечно, вчера мы все ожидали то, что как выйдет, да, Артемка. Но, к сожалению, в этой встрече тренер ему игровое время не предоставил. Но, конечно, будем ждать выхода Соколова в следующих турах. Ну что ж, а тем временем угловой у ворот СКА Хабаровска. Подача. И пробить можно попробовать. Так. Хорошая передача на Захарова. Захаров ищет партнеров команды в штрафной. И сейчас мог пробивать Тимур Сивцев, но не попал в темп. 11-й номер Арктики. Хорошая погода сегодня в Якутске. Теплый солнечный день. Не сказать, что очень жарко. Самое то, чтобы показать хороший футбол. Захаров делает мягкую передачу, но тут не допоняли, да, друг друга футболисты Арктики. В касание решил сыграть Захаров, и Лыткин, Арсен Лыткин на эту передачу не отозвался. Передача вперед на левый фланг. Борьба за мяч, и сейчас можно придумать что-нибудь, да придумать, и опасный момент, и до удара дело дойдет. Есть удар, и на высоте Лазарев, тем не менее, продолжается атака гостей. Еще один удар, как я понимаю, угловой будет. Ну что ж, все больше и больше атакуют гости, и вот эта вот атака с двумя ударами могла завершиться взятием ворот. Данил Буздин мог открыть счет в этой встрече. Ну и давайте смотреть затем, как же распорядятся гости очередным угловым. Так, это, дорогие друзья, фантастический гол. Да, конечно, прямой
Удар с углового, сухой лист, дорогие друзья. Этот гол, я уверен, то, что будет претендовать на гол тура, дорогие друзья. Действительно, фантастический удар получился. Ну, конечно, хотелось бы посмотреть на повторе. Герман Парфенов открывает счет в этой встрече вот таким вот фантастическим ударом, прямым ударом с углового. Конечно, можно тут направить вопросы в сторону Александра Лазарева. Вот с одной стороны, да, вот казалось бы, что вроде бы контролирует ситуацию страж ворот якутской команды, но мы видим то, что оказался не в силах спасти свою команду в этом эпизоде Александр Лазарев. Ну, отметим, конечно, стоит отдать должное, удар получился действительно на загляденье. Герман Парфенов гол красавец оформляет, и счет у нас становится 1-0 в пользу СКА Хабаровска. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что юношеская дальневосточная футбольная лига активно ведет свои социальные сети. И я уже вот уверен, да, с уверенностью могу сказать, что сегодня уже вот выйдут материалы, посты со следующим содержанием. То, что вот гол Германа Парфенова может стать лучшим взятием ворот 9-го тура. СКА Хабаровск в атаке. Хорошо у нас по флангу тут разбежался Бодряшов Роман. Но якутяне мяч отобрали, и аут в пользу Арктики. Неточная перепасовка, и мяч переходит к гостям. Странно, что в заявке у нас нету, да, вот заявки СКА Хабаровска Ярослава Масловского. Это у нас лучший бомбардир команды, на его счету 7 результативных ударов. И ну, не знаю, с чем это связано, может быть повреждение. Но сегодня вот лучшего бомбардира гостей на поле и на скамейке нету. Вторая работает. Так. Первая работает. Ну никак не удается выйти из своей зоны футболистам Арктики. Аут сейчас будет. И вполне логично, да, то, что у нас СКА Хабаровск счет открыл. Действительно, гости больше атаковали, они создали больше. Ну, не сказал бы, что прям много таких стопроцентных моментов, да, ну, просто Арктика, например, создала, то, по сути, это один момент, когда вот был прострел, и сразу два игрока вот пролетели мимо мяча. Также можем, конечно, еще и вспомнить, как Захаров делал передачу на Лыткина, но Лыткин тогда не откликнулся. Ну а СКА, в свою очередь, действительно, вот, создавая не только полумоменты, но и доводя дело до удара, все-таки на гол этот наиграл. Мяч в воздухе, и сейчас СКА Хабаровск решил отпасовать назад и как бы успокоить, растянуть игру, но мы видим то, что при всем желании Никита Башин не смог сохранить мяч. Хорошо в отборе сыграл Парфенов Герман и сразу же разгоняет атаку своей команды. Есть в центре игрок, но почему бы почему же не сделал передачу, да? Решил сам побежать, но в итоге мяч пределы игрового поля покинул. Андрей, работаешь. Ну, Герман Парфенов после такого взятия ворот, я думаю, на кураже, да, сегодня. Почему ты игрока-то отрезал, Хочет, может бегать. Что ты игрока-то отрезал? Он же Вводится мяч в игру. И вот видим сразу же СКА сейчас идет вперед. Опасный момент у ворот якутян. Удар! Ну как же с этой позиции не попасть-то по воротам? Тимофей Матвеев пробивал с убойнейшей позиции, но мяч отправил намного выше ворот. Вратаря сейчас возьми, Андрей. Простили. Ну вот. Сейчас, это видишь, там рядом игрок стоит, вот он будет... Тревожный звоночек. СКА сейчас мог удвоить свое преимущество. Что-то у нас типа отключилась связь, да? Но Вот его пока повезло. Наверное, вы слышите сейчас, как Прокопий Федоров криками пытается своих ребят настроить, взбодрить. Да, сейчас действительно СКА много атакует, доводит дело до опаснейших ударов. И, конечно,
надо якутянам как-нибудь, да, активизироваться, попробовать навязать свой футбол. Пока, к сожалению, мы какой-то четкой, ясной картины игры в исполнении Арктики не видим. Больше 11 минут отыграли команды, и пока мы видели вот такие опасные, ну, два опасных момента, 2-3 опасных момента в исполнении СКА Хабаровска и фантастическое взятие ворот в исполнении Германа Парфенова. Ну, сухой лист, да, ну чем не российская премьер-лига, чем не английская премьер-лига, действительно красота футбола. Аут возьми тут. Аут в пользу Даня, аут возьми тут. Арктики. Появился. Стадион Туймада имени Николая Николаевича Тарского, на котором сейчас проходит, да, собственно, встреча между Арктикой и СКА Хабаровском. Это стадион является главной спортивной ареной Республики Саха-Якутия. Так, если мне память не изменяет вместимость трибун, тут трибуны могут вместить 12 тысяч зрителей. Ну, конечно, в настоящий момент болельщиков на трибунах речь не идет по понятным причинам, да? Ну что ж, еще один угловой, и у нас отправляется подавать Герман Парфенов. А подавать ли? Как мы поняли, Герман-то с этой позиции может и Не пробить. режь его, Андрей, не режь. Итак, смотрим. Герман В центре Парфенов. должен быть мяч. Подача, и смотрим на Мяч дальнюю должен быть в центре, штангу. чтобы- Отправлял мяч Герман. Его-то нет. В принципе, там зона-то свободная была. Не было ни игроков Арктики, ни игроков СКА Хабаровска. И сейчас, конечно, подопечные Прокопия Федорова попытаются выйти из своей зоны. Нет, ну вновь не получилось быстро перейти на зону соперника, на половину поля соперника. В свою очередь, атака СКА Хабаровска тоже захлебнулась. Как я уже говорил, хабаровчане у нас сейчас располагаются перед стартом, да, данной встречи, шли на 5-й строке. Что касается Арктики, то якутяне идут на предпоследней позиции. Лыткин сейчас контролирует мяч, делает передачу на Захарова. Захаров потолкался, сохранил мяч. Филиппов. Угай. Никита Угай делает передачу направо. Тут у нас мяч принимает Тимур Сивцев. Угай хорошо пяткой сыграл на Сивцева. Сивцев теряет мяч. Ну вот контролировали мяч, контролировали, но до какого-то опасного момента, полумомента довести дело якутянам не удалось. Это тот самый случай, да, когда вот есть же у нас споры, когда хорошо ли, когда команда владеет мячом много времени, а вот если владеть-то владеть, но надо же создавать опасные моменты, ведь футбол-то у нас выигрывает, в футболе выигрывает команда, которая забивает. Чтобы забить, нужно Кто-то? Слышно, слышно. пытаться пробить как можно больше. Связь есть. Связь, Барбар. Хорошая такая резвая атака СКА Хабаровска сейчас Даня, крупнее возьми тут. завершилась. Никита Гамзяков вступил в борьбу и мяч в аут вывел. Никита Абашин сейчас будет вводить мяч в игру. Ну и видим то, что 52% времени, да, вот якутяне владеют мячом. Соответственно, 48% у СКА Хабаровска. Ну, одинаковое, в принципе. Владение мячом. Тут, конечно, с рикошетом, да, повезло якутянам. Лыткин делает передачу на Куркутова. Тот отправляет на левый фланг. Тут хорошо Захаров разбежался. Смотрим. Но так просто, конечно, обыграть не получится. Герман Парфенов на месте. Алексей Захаров, конечно, понятно, да, что пытался сделать. Остановиться, поднять голову, увидеть сокомандника, сделать передачу. Но у Германа Парфенова на этот счет было другое мнение. Итак, подавать у нас идет Максим Капралов. Ну что ж, ответим сухим листом. Подача в центр штрафной, мяч в воздухе, ведется борьба за игровой снаряд. Но тут мне показалось, что Сергей Куркутов совсем на авось пытался мяч отправить уже
в сторону вратарской. Борьба за мяч. Тут два вторых номера сошлись. Василий Пелюгин, капитан СКА, и против Илья Левашкина из Арктики. Даня, держи. Прокопий Федоров, главный тренер футбольного клуба «Арктика», на ваших телеэкранах только что был. СКА начинает свою атаку. Никита Абашин. Вновь Никита с мячом. Правый латераль Хабаровчан активненько вступает в игру. Ну, я бы не сказал, что команда гостей предпочитает, да, вот атаковать каким-то определенным флангом. Нет, у них вариативность наблюдается как слева, так и справа, так и по центру. Почему бы не попробовать, да? Мяч хорошо катают гости. Ну а в свою очередь Арктика продолжает искать возможности для того, чтобы вот, попытаться навязать, да, футбол, свой футбол. Не совсем удачная передача, и вот впоследствии чего у нас Сергей Куркутов подскользнулся, и мяч команда Арктика потеряла. Вот в начале трансляции я рассказывал о том, что вчера вот якутские любители футбола, да, ожидали выхода на замену Артема Соколова, воспитанника Мархинского «Пульса». Якутянин, который вот сыграет в российской премьер-лиге. Это действительно большое событие для футбола нашего региона, якутского футбола. У нас Артем Соколов начинал вот совсем в детском возрасте, но в 7 лет он пришел в «Пульс». И получается, до 11 он занимался в этой мархинской команде, в составе которой он становился победителем как городских, республиканских, так и всероссийского турнира. В 2015 году «Пульс» стал победителем фестиваля «Кожаный мяч». И как раз таки после этого громкого успеха вот сразу трое якутян, в том числе Артем Соколов, перешли в ведущие академии страны. Так, у нас Никита Фурин перешел в Академию Краснодара. Так, и Кирилл Корольков был отправлен в «Торпедо». Ну и тут, конечно, от своего игрока мяч в руки взял Александр Лазарев. И, как я понимаю, будет назначен свободный. Ну, на ровном месте, да, вот создают себе трудности якутяне. Сейчас посмотрим, конечно, сразу пробивать нельзя в этом случае. Должно быть касание сокомандника. И вот мы видим, в качестве ассистента сейчас будет работать Герман Парфенов. И, как я понимаю, Михаил Торопков готовится пробить. Ну и видим, практически вся команда якутян сейчас на линии ворот вместе с Александром Лазаревым. Итак, смотрим, удар есть, блокируется. Отбились якутяне. Ну и, конечно, хотелось бы, да, то, чтобы внимательнее действовали футболисты Арктики. Вот, на ровном месте себе вот так привозить. Какой сейф Александра Лазарева. За шиворот пытались, да, гости мяч забросить, но Александр Лазарев выручил свою команду. Что там? Отдыхать. Так, как я понимаю, перерыв на водопой. Перерыв. Да, все-таки у нас соревнования проходят в летний период времени. Но сегодня, в принципе-то, комфортная, вполне комфортная погода. Вот я помню, когда первые туры были, вот тогда, да, страшная жара стояла в Якутске. Именно про домашние игры говорю. Ну и мы сейчас на повторе видели, как Илья Левашкин заблокировал удар Михаила Торопкова. Так, ну и продолжая историю, да, вот Артема Соколова, как я уже сказал, после победы в финале кожаного мяча трое якутян вот перешли в ведущие академии страны, и в частности Артем Соколов перешел в Чертаново
системе которого он провел, ну, получается, 7-6 лет. В возрасте 11 лет он туда перешел и начал очень бодро выступать за сначала юношескую команду. Напомню, Чертанова вот, вместе с Артемом Соколовым в позапрошлом сезоне стал победителем юношеской футбольной лиги. Тогда Артем Соколов был признан лучшим игроком турнира. Ну и выступая вот за Чертанова, Артем стал регулярно вызываться в юношескую сборную России, в составе которой он также хорошо себя проявил. Если память не изменяет, 7 ассистов и 5 результативных ударов в активе Артема в составе вот именно национальной команды. Ну и потом Артем Соколов был приглашен в основную команду Чертанова, после чего вот в этом межсезонье он перешел, подписал соглашение с подмосковными Химками. Ну и будем надеяться, конечно, что этот решающий момент в его карьере, очень важный момент, Артем Соколов проявит все свои лучшие качества. Ну, вернемся к игре. СКА Хабаровск спокойно, не спеша начинает организовывать свою позиционную атаку. Ну вот задержка рейса, конечно, да, неприятная история, но незаметно, да, чтобы незаметно какая-то усталость, ее не видно. Ну и в принципе-то перелеты не такие длительные. Тут, конечно, вопрос просто в том, что ребята вот в аэропорту, да, провели много времени. 1 часовой пояс. Ну и сейчас у нас по итогам 23 минут счет 1-0. Напомню, Герман Парфенов у нас прямым ударом с углового открыл счет в этой встрече. Борьба за мяч. Лыткин будет первым на мяче в этой ситуации. И ну, какая-то небрежная передача назад и аут в пользу гостей. Итак, смотрим. Михаил Торопков. Хорошую передачу делает на правый фланг. Но тут Герман Парфенов не успел. Если бы как-то не в темп попали бы, да, ребята, то, в принципе, передача-то была на заглядение. Очень опасно могло получиться. Вновь ошибка на выходе из своей зоны. И сейчас, если бы Тимофей Матвеев дотянулся до мяча, то он уже с игровым снарядом оказался бы на убойной ударной позиции. Повезло якутянам. Сергей Савва только что был с мячом, очень интересная фамилия. Хорошо владеет мячом игроки СКА. Ну, на этом стадионе, знаете, вот сколько лет назад? В 2013, если я не ошибаюсь, на этом же стадионе футбольный клуб Якутия тогда вот выступал, да, во втором дивизионе зоны Восток, во втором дивизионе первенства России зоны Восток, и тогда вот в рамках 1/32 футбольный клуб Якутия вот тут принимал СКА Хабаровск. Но имеется в виду уже основную команду, да. И вот спустя годы вновь против якутских футболистов на все том же стадионе Туймада играет СКА Хабаровск, но уже представляющий цвета клуба в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Атакует Арктика с мячом Тимур Сивцев, и сейчас уже мяч у Лыткина. Хорошая передача. В ударную позицию выходил Максим Капралов. Аут в пользу якутян. 26 минут отыграли. Ну и скамейка запасных футбольного клуба Арктика. Помочь освежить игру, да, внести какие-то изменения Прокопью Федорову могут Никус Татаринов, Константин Ковалев, Вячеслав Черкашин, Ярослав Волошин, Алексей Ларионов, Никита Ковалев и Данил Платонов. Это ребята, которые сейчас несколько секунд назад были на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Что касается скамейки СКА Хабаровска, то могут выйти Никита
Урсуляк, Андрей Ильченко, Александр Филоненко, Данила Репин, Антон Непокрытых и Никита Кутузов. Вот эти ребята могут выйти на поле, но я думаю, сейчас-то, конечно же, рано говорить о заменах. Мяч все еще в поле, надо играть. Ну и СКА Хабаровск неспешно организовывает свои атаки. Арктика вот по сути встречает соперника на своей половине поля. Пилюгин делает передачу на Сергея Саво. Передача по центру, так сильненько получилось, да, что Матвеев не смог совладать с мячом после этой передачи, и нарушение правил против игрока Арктики в этой ситуации. Неправ был, как я понимаю, Парфенов нарушал правила. Да. Ух, какой жесткий стык. Нет, это не Парфенов. Не режь, Игорь. Роман Бобришов Не режь. влетел, да, в своего соперника с вытянутой ногой. Но благо обошлось, да, без каких-либо повреждений. И Арктика пытается организовать свою атаку, но вновь хорошо сыграл на отборе Парфенов. Итак, сейчас арбитрам не надо сталкиваться. Передача вперед, но на месте. Левашкин прочитал эту ситуацию, защитник якутян, и нейтрализовал угрозу. Вновь владеет мячом гости. Абашин отыгрывает на своего капитана Василия Пилюгина. Пилюгин делает передачу на левый фланг. Так, ну тут мяч, да, покинул пределы поля. Флаг поднимает Захар Дегтярев, линейный, который работает на дальний от вас, в плане телевизионной картинки, да, бровки, линии. Заметил он, что мяч пределы игрового поля покинул, сразу, конечно же, дал сигнал. Арктика пытается выйти из своей зоны. Ну и СКА Хабаровск прессингует, причем успешно. Но тут, конечно, не скажем, да, то, что прям СКА душит в плане прессинга своего соперника, но гости не стоят на месте, вот, высоко встречают и вот вынуждают, да, якутян ошибаться. И вот, например, сейчас мяч переходит к ним. Аут в пользу СКА. Роман Бобришов вводит мяч в игру. Торопков разворачивается. Сергей Сава играл Торопков. Сава. Передача на правый фланг. Тут у нас Никита Абашин. В первом тайме сыграно 30 минут. Спокойно играют гости. Передача на правый фланг, но тут недопоняли, да, друг друга. Как раз в момент передачи Парфенов-то возвращался в сторону центра, и вот передача оказалась, по сути, безадресной. Но мы видим, Александр Лазарев передает право введения мяча в игру Илье Левашкину. Капролов тут борется за мяч, но расторопнее оказались гости. Ну, как-то немножко успокоилась, да, у нас игра. СКА Хабаровск, конечно, ведет в счете. В принципе, первый тайм у нас подходит, близится к своему завершению. И как бы СКА, ну, по счету играет. Они ведут в этой встрече, и у них больше получается. И вот, чтобы спешить куда-то, идти с двумя голов вперед, это, по сути, гостям не нужно. Но это нужно хозяевам поля. И вот сейчас нужно
нужно организовать хорошую атаку, но Тимур Сивцев как-то передержал мяч. И мяч уже у гостей. Хорошо в этом эпизоде отыграл Никита Гамзяков. Но вот вновь якутянам не удалось выйти из своей зоны. Опасный момент. Передача в центр. И тут вновь Герман Парфенов. И удар, гол! Дубль Германа Парфенова в этой встрече. 12-й номер СКА Хабаровска принимает поздравления от своих товарищей. Ну что ж, по сути, СКА Хабаровск, да, на эти два мяча, конечно же, наиграл. Команда больше атакует, и она смотрится интереснее. Ну и тут совсем один-одинешенько Герман Парфенов. Но тут, конечно, ребята забежали, но было уже поздно. Ну и инфографика наших. Мы видим, то, что это третье взятие ворот в текущем сезоне. Два из которых 12-й номер СКА Хабаровска забил ворота Арктики. Второй гол, согласитесь, тоже, да? Красивым получился. Вот не успел я, да, заметить, вот, на по левому флангу там здорово пробежал. Тут, конечно, да, тот самый случай, когда ассист может быть красивее, да, чем само взятие ворот. Но удар-то тоже хорошим получился. Ну, если я не ошибаюсь, там Максим Афанасьев, да, бежал. И Бобришов на этом фланге тоже играет. Вполне возможно, что Бобришов вот так резво пробежался по левому флангу. И вновь еще одна хорошая атака СКА Хабаровска. Но тут продолжается атака. Передача в центр штрафной. И отбиваются якутяне. Ну, как хорош, да? Все-таки Герман Парфенов. Два мяча забил. И сам мы видим, то, что парень много работает. Вот сейчас, например, он просто задушил, да, вот Алексея Захарова. Хотя вот якутянин, казалось бы, первый на мяче, он должен контролировать, да, ситуацию. Но вот Герман Парфенов просто очень активно включился в прессинг и мяч выгрыз для своей команды. Держит игровой снаряд гости. И здорово ведут перепасовку. Продолжается атака СКА. Смотрим, но тут есть вариант направо. Да, тут у нас латераль право Никита Абашин. Делает передачи верхом в опорную зону якутян. Ну что ж, смотрим, что в свою очередь предложит Арктика. Предпочли вот организовать позиционную атаку. Ох, здорово тут Герман Парфенов перекатил мяч с одной ноги на другую, по мини-футбольному. Ну, смотрим. И вновь хорошая возможность у гостей. Тут у нас Тимофей Матвеев, в принципе-то, правильное решение принял. Он получал мяч и видел коридор, где его сокомандник находился на более выгодной позиции. Но, как мы видим, защитники подстраховали. 5 угловых ударов в активе СКА. Арктика, в свою очередь, дважды подавала с углового. Ну и смотрим. В плане роста, да, в принципе, у нас там одинаковая картина. На этот раз решили разыграть гости. Смотрим, это дальний удар! И такая вот срезка, рикошет, который Еще что ли гол? приводит к третьему взятию ворот. 3-0, дорогие друзья, под занавес первого тайма СКА Хабаровск доводит счет до разгромного. Ну и смотрим, вот Василий Пилюгин пробивал, и получается Тимофей Матвеев ногу подставил. Да, автором гола будет записан Тимофей Матвеев. Конечно, тут не может идти речи о каком-либо офсайде. Четко было ясно. Видно, что игроки Арктики располагались совсем, находились не там, где должны быть. Ну что ж, 3-0.
Дубль Германа Парфенова. 2 гола красавца в исполнении Парфенова. И вот такой вот гол в исполнении Тимофея Матвеева. Мы можем тут сказать так, да? Гол Тимофея Матвеева. Ассист. Так и есть, да. Ассист Василия Пилюгина. Ну и Герман Парфенов, автор дубля, сейчас будет подавать. С другой стороны. Смотрим. Есть мягкая такая подача. Ну что ж, и пробить-то можно. Роман Бобришов пробивал мяч сильно высоко полетел. Ну что ж, что-то, я думаю, в перерыве, да, Прокопий Федоров, конечно, проведет беседу с командой. Потому что, по сути, в Арктике, по крайней мере, в первом тайме вот ничего не получается, не вяжется совсем. Вот СКА Хабаровск концовку первого тайма проводит просто на очень высоком уровне. Нарушение правил. Максим Капралов сейчас был неправ. Ну, сбил, конечно, своего соперника. Ну и сейчас эта позиция, да, такая, то что, в принципе, как мы поняли, в составе СКА Хабаровска есть ребята, которые могут пробить отсюда. Ну и видим то, что сейчас у мяча Михаил Торопков. Ну давайте смотреть, у нас завершается первый тайм. Я напомню, в этой возрастной группе у нас таймы по 40 минут. И смотрим, стенка из 5 игроков. Удар выше ворот. Небольшой разбег и удар в исполнении Михаила Торопкова. Что ж, 3 мяча СКА Хабаровск в рамках первого тайма забил. И вот сейчас и мы видим то, что не перестают, да, вот гости очень активно, много двигаться. Ну и в принципе я думаю, то, что вот счет на табло, да, отражает то, что у нас происходит на поле стадиона Туймада. Действительно, СКА выглядит лучше. Ну и очень трудная, конечно, сейчас задача стоит перед футболистами Арктики. В их активе будет 40 минут основного времени в рамках второго тайма, и плюс, конечно же, компенсированная, чтобы попытаться переломить ход данной встречи. Это будет, конечно, делать очень-очень тяжело. Никита Угай. Вот раньше Никита играл более выше, а сейчас несколько другую роль исполняет капитан команды Арктика. Ниже стал играть Никита. И разгоняет атаку СКА Хабаровск. Есть выход 1 на 1, но тут, конечно, без вариантов. Александр Лазарев первый на мяче. Ну и последние секунды основного времени первого тайма. Сколько, интересно, вот добавит Основному времени первого Антон тайма Антошка. добавлена 1 минута. 1 минута. 1 минуту добавил Антон Антошка, главный арбитр сегодняшней встречи, представляющий Владивосток. Ну и мы видим то, что да, основное время у нас уже завершилось, и пошла вот как раз таки эта компенсированная минута. Аут в пользу СКА Хабаровска. Ну и последнюю минуту первого тайма гости проводят в атаке. Смотрим, что из этого может получиться. Так, да тут, конечно, интересно, да, интересно действовал Анатолий Политыкин. Пропускал он мяч, надеясь, что за его спиной в эту зону выбежит его сокомандник, но никого там не оказалось. Ну что ж, Антошка дает свисток на перерыв
И главный арбитр отправляет футболистов отдыхать. Отдохнем и мы с вами, дорогие друзья. 3:0 итог первого тайма. Увидимся во втором отрезке. Город Хабаровск.
Приветствуем всех любителей спорта. Дима, работаем. Мы продолжаем нашу прямую трансляцию из Якутска, столицы Республики Саха-Якутия, где местная Арктика в рамках 9-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги принимает СКА Хабаровск. По итогам первого тайма гости побеждают со счетом 3-0. Дублем у нас отметился Герман Парфенов, и один из этих двух голов получился на заглядение. Герман Парфенов отправил мяч прямым ударом из углового. Также третий мяч на счету Тимофея Матвеева. После удара в исполнении Василия Пелюгина, получается, 15-й номер гостей подставил ногу, и мяч после чего влетел в ворота якутян. Что мы можем сказать по первому тайму? Конечно, СКА смотрелся сильнее. Об этом говорят и цифры. СКА совершил 11 ударов, 5 в створ. Но тем временем замена в составе гостей. Решили поменять вратаря. Гости. Никита Урсуляк вышел, получается, и Александр Ильин игру покинул. Также сейчас будут замены в составе Арктики. У нас выходит Никус Татаринов и Константин Ковалев. Ну что ж, все готовы до начала второго тайма. И Прокопий Федоров, я думаю, во время перерыва провел беседу с ребятами. И пытается он внести корректировки в игру своей команды, вот выпустив Константина Ковалева и Никуса Татаринова. Футболисты СКА готовятся ввести мяч в игру. Я говорил, да, о том, что 11 ударов за первый тайм совершили футболисты СКА, 5 из которых пришлись в створ ворот. Ну а Арктика в этом плане ничего не создала. 0 ударов, 0 в створ. Посмотрим, как у нас будут развиваться события во втором тайме. Конечно, безусловно, СКА Хабаровск будет играть по счету. 3-0 это более чем комфортное преимущество. Ну а Арктика, конечно, я думаю, будет, конечно же, стараться идти вперед, но пока не ясно, за счет чего якутяне будут пытаться переломить ход встречи. Итак, смотрим. Я напомню, что СКА Хабаровск у нас идет в данный момент до старта этой встречи. Шел на 5-й позиции, имея в активе 14 очков. На счету команды 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Ну и хабаровчане очень близки к тому, чтобы оформить 5-ю победу в текущем сезоне. Что касается якутян, то Арктика идет на предпоследней 9-й строке. У команды 4 очка, 1 победа, 1 ничья и 6 поражений. Я напомню, что это 9-й тур, то есть последняя игра у нас последняя игра первого круга. Завершается у нас первый круг соревнований. Начался второй тайм 9-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги между командами СКА Хабаровск, Ну и смотрим. и Арктика город Якутск. Как-то создалось такое впечатление, что как-то подустали, что ли, под конец первого круга футболисты Арктики. Не вижу какой-то активности. Нету движения. Ну, СКА показывает себя очень хорошо в этой игре. Более вариативный футбол демонстрируют гости. И сейчас будет аут в пользу гостей. Ну, конечно, главным украшением, да, сегодняшней встречи, не только сегодняшней встречи, но и в целом, наверное, всего тура, стал, конечно же, гол Германа Парфенова. Фантастический удар с углового флажка застал врасплох всю команду
якутян. Ковалев на поле появился вместо Башурова в составе Арктики. Это замена, которая вот у нас прошла на старте этого тайма. И получается, у нас сейчас на поле в составе Арктики на воротах Александр Лазарев, 20-й Арсен Лыткин, 5-й Алексей Захаров, 10-й Сергей Куркутов, 7-й Никита Угай, капитан команды, Айтал Филиппов 9-й, 2-й Илья Левашкин, 17-й Никита Гамзяков, 11-й Тимур Сивцев. Но досмотрим эту атаку. Нарушение правил, безусловно, конечно. Антон Антошка все видел. И очень опасный штрафной. Ну и плюс Никус Татаринов и Константин Ковалев. Вот ребята, которые вышли на замену на старте вот второго тайма. Но тут, конечно, вот Никус Татаринов как раз таки вышедший на замену. Свеженький игрок. Вот тут, да, выставлял ногу. И, конечно же, это нарушение правил. Данил Буздин пострадал в этом эпизоде. Ну и видим, как Александр Лазарев выстраивает стенку из 4 людей и готовится у нас пробивать Роман Бобришов. Итак, смотрим. Разгоняется Бобришов. Удар хороший, плотненький, но не точный. Состав СКА Хабаровска, дорогие друзья, на старте второй 40-минутки у нас произошла одна замена. Василий Кармазиненко, старший тренер команды, решил поменять вратаря. И у нас вместо Александра Ильина вышел Никита Урсуляк. 3-й номер Никита Башин, 20-й Сергей Савва, 13-й Роман Бобришов, 2-й Василий Пелюгин, капитан команды, 21-й Михаил Торопков, автор одного забитого мяча из 3, 12-й Герман Парфенов, автор дубля, 9-й Анатолий Политыкин, 15-й Тимофей Матвеев, 11-й Максим Афанасьев и 22-й номер Данил Буздин, старший тренер команды Василий Кармазиненко. Итак, смотрим. Первым на мяче был Александр Лазарев. Ну и для вас у микрофона работаю я, Власий Сергеев. Обслуживаю данную встречу сельская бригада во главе с Антоном Антошко из Владивостока. Ему помогают линейные Роман Кирин и Захар Дегтярев. Оба представляют Республику Саха-Якутия. Итак, смотрим. Ведется борьба за мяч в центре поля. Хорошая передача. Так, тут опять нарушение правил. Тимур Сивцев был неправ. СКА решили сразу же разыграть. Хорошая мягкая передача на правый фланг. Там у нас Парфенов. Решил таким образом в обыгрыш пойти, но мяч потерял. И контратака якутян сейчас может пройти. Ну, мяч до Лыткина доходит. Лыткин делает передачу сразу назад на Захарова. Захаров возвращает мяч Лыткину. Лыткин делает безадресную передачу. А нет, тут Никита Угай ворвался. Очень хорошо разбежался 7-й номер команды Арктика, но запутался в собственных и чужих ногах. В итоге сейчас СКА уже бежит вперед. Такая у нас хорошая эта игра идет во втором тайме. Повеселее идет игра на встречных курсах. Атакуют. Ну и сейчас мы видим повтор с нарушением правил. Максим Афанасьев был сбит. 5 нарушений правил. Ох, тут какая ошибка могла произойти, но Александр Лазарев, пусть и не с первой попытки, но зафиксировал мяч. 5 раз уже якутяне нарушали правила. У гостей 3 фола. Ну и смотрим то, что разыгрывают, вводят мяч в игру футболисты из Хабаровска. Отправляется мяч в сторону штрафной якутян. Распасовку хорошую сейчас проводят гости, но защитники якутян играют уверенно. Ярослав Масловский отсутствует сегодня в заявке. Это лучший бомбардир команды.
На его счету 7 результативных ударов. Ну, я думаю, серьезную заявку, да, на то, чтобы стать лучшим голеадором СКА Хабаровска сегодня сделал Герман Парфенов. Мужика, да? Дубль он оформил всего в текущем сезоне в его активе 3 точных удара. Ну и впереди, конечно, целый второй круг. Ну тут да. Звучит свисток, тут, конечно, цеплялся игрок гостей за футболиста Арктики. Смотрим, атака гостей, удар блокируется. Илья Левашкин вновь в роли блокирующего был. Помню, что в первом тайме он также после розыгрыша свободного удара заблокировал удар с убойной позиции. Хорошая перепасовка в исполнении гостей. Бобришов. Ох, тут какие жесткие стыки, да, у нас начинаются. И, да, я думаю, больше по инициативе якутян команда начинает навязывать более жесткую борьбу. Вот видим, как выпинывал, да, тут мяч Тимур Сивцев, и, как говорится, вместе с ногами. Айтал Филиппов будет разыгрывать. Отправляет мяч в сторону центра, но там сокомандников не оказалось, и в итоге аут в пользу гостей. Бобришов вводит мяч в игру, но тут в простой ситуации Матвеев не смог обработать мяч. Сразу же, да, экспресс-разбор полетов. Успели обменяться мнениями Матвеев со своим сокомандником Бобришовым. Но тут Антон Антошка сигнализирует о том, что Айтал Филиппов слишком далеко с мячом пошел и попросил его вернуться к месту, откуда мяч предел игрового поля покинул. СКА Хабаровск пытался сейчас быстренько в контратаку убежать. Лыткин с мячом, передача в центр. И вышедший на замену Никита Урсуляк. Тут, конечно, на мяче был первый. Но Тимур Сивцев по центру открывался. Я напомню, что 0 ударов. Ни одного удара не нанесли якутяне в первом тайме. За первую 40-минутку гости 11 раз пробили в сторону ворот якутян. 11 ударов, 5 из которых пришлись в створ. Айтал Филиппов на ваших телеэкранах скидывает мяч капитану Угаю. Угай возвращает. Тут передача назад на Сивцева. И сейчас уже нужно переводить мяч на левый фланг. Разгоняется Захаров. Справа есть Лыткин. Также может эту атаку поддержать Куркутов. Смотрим, Куркутов мяч получает и налево переводит. Удастся ли сохранить мяч в поле? Да, удалось, но только что было дальше. Конечно, интересно. Замена в составе СКА Хабаровска. Данила Репин готовится выйти на поле. Заменил он Данила Буздина. А вторая замена в составе гостей. Ну и мы видим, как Василий Кармазиненко благодарит своего подопечного за вот эти вот Команде СКА Хабаровск, город Хабаровск, произошла замена. На поле. Вместо игрока под номером 22 Кузькин Напомню, мы находимся в Даниил. Якутске. На поле вышел игрок под номером Якутия, 17. самого большого Репин Данил. федерального субъекта Российской Федерации. И мы находимся на главной спортивной арене региона, на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Тарского, основателя физкультурного движения республики. Но мы тем временем можем заметить, как СКА массированно очень атакует. Так, тут Захарову досталось.
Ну и мы видим то, что Герман Парфенов сразу извинился. По голове, видимо. Досталось, ну тут можем увидеть. Ну тут да, конечно, напрыгивал, высоко выпрыгивал 12 номер СКА. Ну и смотрим, как цепляется за мяч Репин, свежий игрок. Ну, в принципе, это логично, да? Тренер дает поиграть во втором тайме, и, конечно, ты, как будучи свежим игроком, конечно, должен активизировать действия команды. Передача направо, и сейчас удар, может быть удар! Мимо ворот мяч пролетел после удара Сергея Куркутова. Ну, у нас есть возможность сейчас посмотреть на медленном действии удар 10 номера футбольного клуба «Арктика». Ну и 5 ударов в створ нанесли гости. Все эти 5 ударов были нанесены в первом тайме. Но у «Арктики» по-прежнему в этой графе 0. Заброс вперед на Лыткина. Это очень частая картина, которую мы можем видеть, да, вот игра «Арктики». Лыткин у нас выступает в роли единственного форварда. Мы смотрим, что сейчас предложит своим соперникам гостевая команда. Хорошая передача вперед была сделана. Там Тимофей Матвеев забегал. Борьба за мяч в центре поля, итогом которой мячом завладели футболисты СКА Хабаровска. Торопков делает передачу на Политыкина. Политыкин отыгрывает назад. Ну, конечно, СКА Хабаровску сейчас спешить некуда. Комфортное преимущество себе обеспечили в первом тайме. Отключилась, что ли, связь? Ну, вот, спешить как раз отключилась связь? футболистам «Арктики». Ханна? Они хотят ломить. Нарушение правил, конечно. Не прав в данном эпизоде. Бабаян какой-то. Елка, он же нам все отключил. Сошлись у бровки. И, конечно, тут Тимур Сивцев позиционно, да, он проиграл, и Максим Афанасьева придерживал рукой. Роман Бобришов готовится подавать, как я понимаю. Отсюда, конечно, думаю, удара не будет. Хорошая мягкая передача во вратарскую. Мимо всех мяч пролетел. Там забегал Сергей Саба. Передачу. И вернули себе мяч гости. Дойдет ли дело до удара? Есть удар и есть блок. Так, чем-то недоволен капитан якутян Никита Угай. Вот, с Александром Лазаревым так очень эмоционально пообщались. Я так подозреваю, что Угай имеет претензии по поводу того, что страж ворот, может, не подсказывает своим защитникам. Так, у нас замены в составе футбольного клуба «Арктика». Данил Платонов выходит на поле. И замена вратаря ожидается. Очень интересно. Так, Тимур Сивцев поле покинул. И у нас Никита Ковалев вышел вместо Лазарева. Вот такие вот перестановки делает Прокопий Федоров, главный тренер футбольного клуба «Арктика». И давайте смотреть, как это отразится на игре якутян. Разворачивался футболист «Арктики». И сейчас попробуют якутяне реализовать свою атаку. Быстро выбежать не получилось. Но вот сейчас, скорость, это, конечно, не самая сильная сторона Лыткина. Ну, тут надежно сыграл Никита Урсуляк, вышедший на замену. Своевременно он покинул свои владения и оказался первым на мяче и отвел угрозу от своих ворот.
Передача вперед, но тут первым на мяче оказался Константин Ковалев. Продолжает он вести борьбу за мяч. Рослый парень, конечно, должен хорошо играть на втором этаже, но тут Лыткин мяч выгрыз, идет вперед, делает передачу налево. Куркутов ошибается в передаче и мяч потерян. СКА Хабаровск идет вперед и сейчас разгоняется атака. Давайте смотреть. Парфенов делает передачу на свеженького Репина, получает мяч обратно и мяч пределы поля покидает от ворот. Еще одна замена. Готовится Антон Непокрытых. Сейчас выйдет на поле. Что? Никто не уходит. Так, и у нас Команде СКА вместо Хабаровск. Пилюгина. Город Нет, Хабаровск. вместо Произошла замена. Парфенова, вместо Местная Парфенова игрока. выходит Непокрытых. Игрока под номером Интересно. 13. Парфенова Германа. Герман Парфенов у нас На поле сегодня вышел отметился дублем. игрок под номером В этой 8. игре. Непокрытых Один Антон. из двух голов получился просто на заглядение. Мы помним 12 номер СКА Хабаровска прямым ударом с углового отправил мяч в сетку ворот якутян. Я думаю, это взять ворот мы еще не раз увидим в различных подборках. Ну, давайте смотреть за развитием этой атаки. Захаров блокирует удар, но продолжается атака гостей. Хорошая перепасовка в штрафной удар. Было опасно. Ну что, час отыграли команды. И тут потеря на ровном месте. Продолжается атака хабаровчан. Никита Угай делает передачу налево. Вновь Угай с мячом. И безадресная передача. Ну и прозвучал свисток Антона Антошка, который отправляет футболистов на водопой. Прошло 20 минут. Ну что ж, в принципе, во втором тайме, да, вот Арктика смотрится лучше, команда больше двигается, больше желания, да, демонстрируют якутяне, желание играть, желание цепляться за мячи, но пока вот до каких-то внятных, да, действительно опасных атак у нас дело не доходит. Я напомню, что это 9-й тур, дорогие друзья. Данная встреча завершает программу последнего соревновательного дня первого круга. И СКА Хабаровск очень близок к тому, чтобы улучшить свое турнирное положение. Прокопий Федоров, главный тренер Арктики, на ваших телеэкранах. Ну, я напомню, что до этой встречи, да, хабаровчане шли на 5-й строке, имея в активе 14 пунктов. Что же касается Арктики, то Арктика у нас идет на предпоследней позиции турнирной таблицы, имея в активе 4 балла. Хабаровчане с мячом. Сейчас будет перевод, да, на левый фланг. Вот, довели все-таки мяч до Афанасьева. Афанасьев хорошо увидел движение своего сокомандника и получает мяч обратно. Итак, смотрим, Афанасьев пойдет в обыгрыш. Пойдет в обыгрыш. Так, ну и в подкате стелится Гамзяков.
И отворот. Мне показалось, что Гамзяков все-таки был последним игроком, который коснулся мяча. Но судьям виднее. Смотрим. Левашкин вводит мяч в игру. Вот предпочитают, да, якутяне разыгрывать мяч. И тут Лыткин будет, конечно, бороться за мяч. И Абашин принял такое вот решение, вследствие чего мяч в аут улетел. И сейчас СКА Хабаровск выбегал в контратаку. Еще одна возможность для проведения опасной атаки. Хорошая передача. Сейчас все-таки доходит до адресата. И так, положил соперника. И будет ли удар? Да, есть удар мимо ворот. Мимо ворот пробивает Тимофей Матвеев. Хорошая передача, 15 номер получил. Тут, получается, посадил сначала и защитника, а потом и вратаря. Развернулся. Еще одно вот такое движение. С левой, с носка пробивал. Ну, в принципе, это очень близко. Притирку со штанга мяч пролетел. Очередная атака гостей. Хорошая перепасовка. И сейчас... Так, покинул мяч все-таки на поле. Нет, положение вне игры было. Поэтому тоже удивился, потому что даже на общем плане было видно, что мяч брали, как у детей. На линии был остановлен. Наши шансы нет. Но остановка игры связана с положением вне игры. Еще одна атака хабаровчан. Давайте смотреть. Есть удар! Хорошо. Играет Никита Ковалев. Вышел навстречу. И свою команду спас. Выносится мяч в центр поля. Хорошо Куркутов мяч обработал. Лыткин делает обратную передачу на Куркутова. Куркутов разгоняет атаку своей команды. Лыткин оставляет мяч Угаю. Угай идет далее. Угай пробует пробить. Суляк уверенно, спокойно зафиксировал мяч после удара капитана команды Хозяев. Замена готовится. На поле покидает Никита Абашин, защитник. Место игрока под номером 3 Абашина Никиты. На поле вышел игрок под номером... На поле появился футболист под номером 6, но дело в том, что вот заявки... да, Александр Филоненко вышел. Угай. С Платоновым играл капитан команды в этом эпизоде. Политыкин. Хорошо контролирует мяч гости. Подача в штрафную. Там Левашкин выбивает мяч и аут в пользу гостей. И еще одна замена в составе команды гостей. Поле покидает Анатолий Политыкин и выходит Андрей Ивченко. Место игрока под номером 9
Политыкин Анатолий. На поле вышел номер 10. Как я понимаю, еще одна замена, да, сразу Андрей. будет проведена. Готовится выйти Никита Кутузов. Выходит он вместо Тимофея Матвеева. Тимофей Матвеев, напомню, сегодня отметился одним точным ударом. Ну, как сказать ударом? Не совсем-то и ударом. Мы помним в первом тайме, да, вот Василий Пилюгин пробивал по воротам хозяев поля, ну а Тимофей очень хорошо подставил ногу. В игру вступает Никита Ковалев. Нет, все-таки страж ворот якутян до мяча не дотянулся. Тут в общем плане мне показалось, что все-таки вратарь мяча коснулся. Мячом владеют хозяева. Ух, какая тут борьба за мяч идет. В итоге кому игровой снаряд достанется? Гости мячом завладели. Тут передача. Команде Хабаровск произошла замена. Вместо игрока. Ну, наверное, подразумевалось, да, то, что Афанасьев на поле вышел игрок под номером 4. Получился совсем точно. С мячом. Передача на Лыткина. Лыткин отправляет дальше на Куркутова. И сразу перевод. Ну, это, видимо, на правый фланг Угаю, да? Хотели мяч направить, но передача получилась не так, как задумывалось. 70 минут команды отыграли. 20 минут. Захаров сначала вот блокировал эту передачу, хорошо отборолся, и сейчас смотрим, что он будет делать дальше. Хорошая передача на Лыткина. Лыткин! Мимо ворот. Но, пожалуй, самый опасный момент, да, вот исполнение футболистов Арктики. В ударную позицию выбегал Лыткин. Отметим и передачу. Хорошая мягкая передача, ровно на ход 20-му номеру. Но там, конечно, Лыткину, конечно, еще и мешали. Вот забей сейчас Лыткин, да, конечно, нас ждала бы совсем другая концовка. Этот гол престижа, это, конечно, заметно бы взбодрил команду. Но давайте смотреть. Якутяне продолжают искать возможности для того, чтобы сократить отставание в счете. Конечно, они будут пытаться цепляться за эту игру. Но пока мы смотрим то, что СКА Хабаровск организует одну из многочисленных атак. Я напомню, что в первом тайме СКА Хабаровск унес 11 ударов, 5 из которых пришлись в створ ворот. Эту статистику гости в втором тайме, конечно, еще пополнили. Как я понимаю, нарушение правил в пользу якутян. На Лыткина делалась передача. Что ж, на подборе Куркутов. Куркутов ищет партнеров по команде. Филиппов отыгрывает на Угая. Угай разворачивается, ищет партнеров по команде. Куркутов предлагает себя, но передача идет налево. Потеря. Правым флангом сейчас будет атаковать СКА Хабаровск. Давайте внимательно наблюдать. Разгоняется хорошо. И делается передача Репину. Но еще одна волна
Еще одна атака в исполнении футболиста СКА. Не получилось тут зафиксировать мяч Никите Ковалеву. Прям перед собой отразил страж ворот мяч. И тут, конечно, защитники подстраховали. Матч близится к своему завершению. Я напомню, что в ЮФЛ, да, вот до 16 лет тайм длится 40 минут. Так, ну тут совсем, да, пожарят хозяева поля. На ровном месте чуть не привезли себе взятие ворот. Данила Репин, свеженький игрок, вышедший на замену во втором тайме, прессинговал и чуть было мяч не отобрал. Захаров. Татаринов делает передачу назад. Нужно подключать фланги. Так, ну тут мимо мяча, да, пробежал Никита Угай. И мячом завладели гости. Очень много атакуют правым флангом. Так, Репин! Что у нас касательно положения вне игры? Офсайд был зафиксирован. Аутсайде. Ну вот Данила Репин вот, раз за разом, да, вот выходит на ударные позиции, очень активен. 17 номер гостей. И вот сейчас он очень был близок к тому, чтобы провести 4-е взятие ворот. Но все-таки в момент передачи Репин находился в положении вне игры. И боковые, конечно, это все прекрасно видели. Так, ну тут не разобрались, да? Ильченко с непокрытых. Ильченко делал передачу, никто не покрытых. Кликнулся, и в итоге мяч переходит к Якутяну. Никита Угай тут сам все хочет сделать. 7-й номер. Так, ну тут Никита, конечно, не прав. И красная карточка. Удаление. Тут, конечно, Антон Антошка принял верное решение. Никита Угай, конечно, не прав в этой ситуации. На эмоциях вот мы видели, что слишком, да, заряжен 7-й номер якутян. Это, конечно, от досады. Вот мы видим, цепляется. И, да, но тут специально, конечно, он пробил по ноге Михаила Торопкова. Это спортивное поведение, прямая красная карточка. Красную карточку получил игрок И в меньшинстве остается Арктика. И, по сути, это матч уже. Команда Арктика. Угай Никита. Близок, очень близок к завершению. 5 минут, наверное, осталось играть. Да, но совсем ничего не получается у якутян. СКА тем временем продолжает атаковать. Так, ну и дойдет дело до удара. Передача. И ох, как хорошо сейчас может получиться. Есть удар, блокирует удар в последний момент. Гавдяков, если не ошибаюсь, и потом уже Левашкин подстраховал своих сокомандников. Ну и, конечно, хотелось бы, да, вот отметить по предыдущему эпизоду с удалением Никиты Угая, конечно, хотелось бы, чтобы ребята не позволяли, да, себе вот таких вот не позволяли вот себя так вести. Вот понятно, да, что проигрываете, но будьте добры, вот дальний удар. Справляется с этим ударом Ковалев Никита. Ох, панна. Тем временем Нутмек. Как хотите, вот Айтал Филиппов. Ох, тут как отчаянно, да, борется Платонов. Так, и тут нету пенальти. Антон Антошка говорит, показывает, продолжайте играть. Ну, бесконечная атака гостей. Так, и все-таки звучит свисток. Ну, продолжая разговор. Красной
карточки Никиты Угая. Конечно, как бы противоречит, да, вот идеям олимпизма. Конечно, нужно проявлять уважение и проигрывать достойно. Замена в составе Арктики. Поле покинул, как я понимаю, Захаров. Так, ну, сами себе тут могут привести дальний удар. Со второй попытки мяч зафиксировал Никита Ковалев. Мы отметим, да, 16 номера. На поле вышел игрок под номером 19. Якутян. На поле тем временем вот Ярослав Волошин вышел. Еще одна атака СКА Хабаровска. Давайте смотреть. Если бы гости раньше решались, да, пробивать, то тут, конечно, уже могли быть счет был бы совсем другим. В последний момент удается якутянам отбиться. Счет блокирования ударов. Лыткин ищет партнеров по команде. Тут каша на подступах штрафной заварилась по итогам, от которой может сейчас пойти атака якутян. Так, непонятно, тут совсем не разобрались ребята в этом эпизоде. Волошин, тут и Лыткин, казалось бы, да, шел в сторону центра штрафной, но потом решил остаться, и потом уже совсем запутались. Итак, Левашкин сейчас будет проводить мяч до аута. Так, все-таки мяч покинул, да. Тут Левашкин переглянулся, да, с Захаром Дегтяревым, который работает на этой линии. Левашкин, я уверен, что вот прям взглядом, да, спросил, неужели мяч не покинул поле. Ну, Захар Дегтярев, конечно, просигнализировал о том, что вот Лыткин вернулся и помог своей команде мяч выцарапать, но все же СКА владеет мячом. А последняя минута основного времени подходит к концу, и Антон Антошка, главный арбитр сегодняшней встречи, решил добавить 3 минуты. Но все 3 мяча были забиты в первом тайме, во втором тайме мы результативных ударов не видели. Но, конечно, мы тут замечаем, что повеселее, намного повеселее игра у нас прошла во втором тайме. Больше борьбы и совсем другой темп. Касается, конечно, в первую очередь Арктики. В первом тайме Арктика выглядела как будто совсем уставшей. Этот эпизод на близкие, где у нас Волошин боролся. Вот так решил развернуться, да, в этом эпизоде Ковалев. Рискованно, но эффектно. Гандзяков делает передачу вперед, и что в итоге? В итоге мяч в руках Никиты Суляк. Сразу вводит страж ворот гостей мяч в игру. Афанасьев. Очень легко на ногах двигается 11 номер гостей. Так, вот Гандзяков тут продолжает мяч до стража ворот своей команды. Что ж, половина компенсированного времени уже осталась позади. Лыткин с мячом. Лыткин делает передачу на Платонова на правый фланг, но тут уже сам Данил, да, вот сразу оценил скорость движения мяча и как бы уже понял, да, что он до игрового снаряда в этом эпизоде не успеет дойти, и бросил попытки догнать мяч. В принципе, Данил Платонов у нас вышел на замену во втором тайме. Я думаю, что ножки у 6 номера еще не забиты, но тут просто дело в том, что передача была не самой точной, не в темп. Атака правым флангом разворачивается. Давайте смотреть. СКА в атаке. Есть удар! Ух! Выручает команду. Страж ворот якутян. Понятно. Что еще пишет? Ковалев, вышедший на замену.
выручил. В этом эпизоде, Мяч-то у кого? давайте смотреть в замедленном действии, Чей? Ивашкин, в принципе, вроде и встречал, но в полупозиции какой-то оказался в итоге второй номер. Ну и там Никита Ковалев уже выручил свою команду и защитник подстраховал. И звучит финальный свисток, дорогие друзья. Антон Антошко фиксирует победу СКА Хабаровска со счетом 3-0. Я напомню, в первом тайме дублем у нас отметился Герман Парфенов и еще один точный результативный удар на счету Тимофея Матвеева. Дорогие друзья, сейчас мы будем общаться с участниками данной встречи. С нами. 2021 года в Якутске. Это со команды «Вулкан», Петропавловск-Камчатский, Арктика, город Якутск. Начало матча 16:00. Всем спасибо. Класс. На. Кушай, возьми. Айфон будешь, да? Сейчас буду брать. Опасно же.
Друзья, рядом с нами игрок футбольного клуба «Арктика» Ярослав Волошин. Итак, Ярослав, что можешь сказать по итогам вот прошедшей встречи? Как оценишь игру команды и соперника? Моментами играли хорошо, а так по игре плохо. Соперники были сильные. Ну, создавалось такое впечатление, что вот эта команда в целом выглядит уставшей. Вообще, что можешь, как прокомментировать именно по этой части? Ну, первый тайм играли активно, во втором уже закончились силы. Все. Ну, в целом вот у нас завершился первый круг. Вообще по итогам, что можешь сказать? Как оцениваешь? Сыграли плохо. Ко второму кругу подаем сильнее. Ну что ж, спасибо, Ярослав. Мы желаем удачи тебе и твоей команде в следующих играх. Спасибо. Рядом с нами главный тренер футбольного клуба «Арктика» Прокопий Федоров. Итак, Прокопий, что можем сказать по минувшей встрече? Ну, минувшая встреча, я скажу следующее. Мужская такая хорошая команда. Изначально не выбрали неправильный тактический план. Можно сказать, прям под их тактику. Потом во втором тайме я немножко поменял, и уже игра совсем по-другому. Ну, уже по-другому у нас уже и моментов побольше стало, и владения. А в первый тайм попытались сыграть вторым номером и держать зону, и это у нас не получилось. Они этого как будто и ждали. И с этими ошибками пропустили 3 гола. Ну, первый гол с углового, Сухой Лис забили. Ну, там, я думаю, должен был вратарь стащить. Но ничего страшного, ничего, будем разбирать, дальше тренироваться. Замена вратаря вот с чем связана? Вот именно с этим взятием ворот? Ну, я хочу, чтобы все вратари показали себя. Вот Ковалев Никита вот за весь первый круг он первый раз вышел. Я хотел в первый круг всех посмотреть, кто как ведет себя. Ну, Никита молодец, показал, что достоин, что он готов выходить на поле. Вот, и на второй круг все, можно сказать, сыграли. И определенная картина уже появилась, кто где будет играть. Ну и напоследок такой вопрос. Если подводить итоги первого круга соревнований, вот как прокомментируете? Ну, в первом круге у нас команды были разные, и стиль игры, и я скажу следующее: можно с ними, со всеми играть, и можем выиграть, можем проиграть, и главное правильно подготовиться перед игрой. Но сейчас всех посмотрели, будем на каждую команду будем искать такие тактические действия отдельно каждому. Ну что ж, Прокопий, удачи во втором круге. Спасибо. Рядом с нами игрок футбольного клуба СКА Хабаровск, автор дубля сегодняшней встречи Герман Парфенов. Итак, Герман, конечно же, я не могу не поинтересоваться насчет взятия ворот вот, в моменте с угловым ударом. Отрабатываешь ли такие вот удары на тренировках? Ну, я больше отрабатываю подачи на своих однокупников для дальнейшего завершения стандарта, но это чисто из-за ветра. Мяч по такой траектории полетел, ну, как бы случайность. Да.
Ну, а в целом, вот, что можешь сказать по игре своей команды и какие впечатления остались вот, от минувшей встречи? Ну, ребята боролись, что с нашей стороны, что с противоположной. Все отдавались игре полностью. Я игрой своей команды полностью доволен. Вот, что касается задержки рейса, да, вот, ну, такое, конечно, случается. Вот как это сказалось? Вот, может, больше сил потратили или вообще как прокомментируешь? Ну, мы, скорее всего, больше сил потратили на восстановление после перелета, потому что, ну, ребята, многие спали не больше 3 часов за минувшие сутки. И, ну, это, я думаю, сказалось как-то на некоторых эпизодах. Там не добежали, не доборолись. Ну, и каковы твои ожидания от второго круга соревнований? Ну, я думаю, он будет более ожесточенный, потому что в первом кругу ребята, ну, как бы поднастраивались друг к другу, смотрели, изучали, а во втором круге все пойдет более быстро и четко, скорее всего. Ну и напоследок такой вопрос. Вернемся к твоему результативному удару с углового, да, вот гол тура. Ожидаешь? Ну, я думаю, можно побороться. Хорошо, ну все, спасибо. Рядом с нами старший тренер СКА Хабаровска Василий Кармазиненко. Итак, Василий, что можете сказать по вот завершившейся встрече? Ну, в целом, результатом я доволен, содержанием игры тоже. Вот, плюс удалось подключить ребят, которые мало игровой практики имеют. Поэтому таких 3 основных момента, которые можно занести в актив. Не понравилась реализация. Реализация не понравилась. Ну, скажем так, нападение нужно больше тренировать. Естественно, будем давать определенные упражнения на завершение. Не хватает нам в последний момент последнего паса или последнего точно завершающего удара. Поэтому здесь много работы еще. В турнирную таблицу уже заглядывали, да, после встречи. Как оцените вот итоги первого круга? Ну, как оцениваю? В принципе, то, что мы планировали, практически получилось выполнить в плане очков, в плане игры. Естественно, нам нужно еще много прибавлять. Места для работы очень много. На таблицу мы заглядываем, но двигаемся от игры к игре. То есть есть соперник на данный момент, который желательно обыграть нам, вот, сделать выводы и двигаться дальше. А в таблицу уже внимательно посмотрим ближе к концу чемпионата, к концу второго круга. Хорошо, удачи в последующих играх. Спасибо.